Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь. Дети здесь одинаково хорошо владеют русским, английским и татарским языками. 165-я школа, и у нас есть задумка 21 век. О полилингвальном образовательном центре Альбина Слугараева. Весенний двухмесячник в Татарстане. Кто, привык сюда кидать, вот они и кидают. Как будут бороться с незаконными свалками, расскажет Рамиль Галиулян. В республике начнут выращивать пальмы. Мы подключим наших технологов, мы подключим лучших специалистов для этого. Об экзотическом бизнесе для наших широт расскажет Слават Мухаммадулян. Платить больше или ходить пешком? Какое сокращение? Так-то по 50 минут стоим. Почему летом в Нижнекамске автобусов станет в 2 раза меньше? Узнавала Зарина Ахметова. Новые пути сотрудничества. Рустам Минниханов вернулся из Бахрейна, где был с рабочим визитом. Там президент республики посетил Международный инвестиционный парк и ознакомился с работой бизнес-площадки. Она предназначена для привлечения экспортно-ориентированных компаний, занимающихся производством и предоставлением услуг на международном рынке. Рустам Минниханов также увиделся с шейхом Хамадом бен Ибрагимом Аль-Халифой. А уже сегодня президент в Казани провел большое совещание по проекту создания сети полилингвальных школ. Как здесь отметили, этот проект поддержан президентом России. Подробнее Альбина Слугараева. Сейчас в Казани на улице Бегичева на территории 165-й школы идет строительство нового здания. В перспективе это будет единый комплекс, это и станет первым полилингвальным образовательным центром республики. Работы здесь должны быть завершены к лету следующего года. Территория позволяет возвести пристроено 800 мест для 5-11 классов. Сегодня же в 165-й школе учатся 1800 учеников. Работают около 100 преподавателей. Это престижное учебное заведение с полилингвальным уклоном. Дети здесь одинаково хорошо владеют русским, английским и татарским языками. По этому же принципу будет работать Республиканский образовательный центр. Как раз об этом сегодня говорили на рабочем совещании, которое провел Рустам Минниханов. С детского сада мы должны прививать детям возможность изучения максимального количества языков. Я считаю, что где-то у нас английский, где-то у нас и китайский нужен. Уже позже подробностями с журналистами поделился Ментимир Шаймиев. В первую очередь озвучил масштабы. В Казани будет 2 пока начальной стадии 165-й школы, и у нас есть задумка 21 век. На этой развивающейся площадке надо создать также условия. А еще в Набережных Челнах и Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге. Особенностью новой школы, помимо многоязычности, станет применение лучших методик школ ЮНЕСКО. Это системное мышление, межотраслевая коммуникация, работа с IT-системами. При этом образование будет вестись в рамках федерального закона об образовании. Речь идет о вариативной части, в которой каждое образовательное учреждение в соответствии с законом об образовании принимает самостоятельно решение. Сверх этого стандарта, который предусматривает 2 часа, как минимум, изучения родного языка. Естественные науки будут преподавать на английском, гуманитарные на русском языке. В связи с этим уже возникли проблемы. Одна из ключевых проблем – это подготовка кадров. И для полилингвальных школ, и в целом школам. К решению этого вопроса уже подключился Федеральный университет. Что касается открытия первой школы нового комплекса, это сентябрь будущего года. В приоритете дети, которые живут рядом. А значит, они сюда зачисляются автоматически. Альбина Слугараева, Андрей Сандальцев, ТНВ, Казань. В Татарстане хотят масштабно отметить Международный год периодической таблицы Менделеева. В 2019-м он объявлен во многих странах мира. 150 лет назад российский ученый совершил научное открытие. Какие мероприятия можно провести в нашей республике, сегодня обсудили на заседании Совета директоров Татнефтехиминвест холдинга. Все наши решения, которые мы применяем, однозначно рассматриваем в части экономики. Без экономики сейчас никуда. Для экономики Татарстана московские разработчики предлагают целый набор различных умных датчиков. Это и система контроля выбросов загрязняющих веществ в воду и воздух, а также приборы, которые могут определить, где и когда прорвет трубопровод. Более 10 утечек по каждому кусту мы определяем еще до момента разрыва, такого глобального разлива воды или каких-то затоплений. Обнаружение происходит на ранней стадии буквально в течение нескольких секунд. Москвичи собираются открыть в Татарстане и свое представительство. Технологии заинтересовали Рустама Минниханова. Президент призвал наших промышленников посмотреть, где можно поставить такие системы. Особенно на очистных у нас полный бардак. Никто не знает, сколько
какие там системы сливают. Это же экология. Но посмотреть надо. Я думаю, что если вы создадите здесь свое подразделение, мы могли бы, Рафинат Саматович будет координировать работу с коллегами. Свою продукцию и услуги предложили еще несколько компаний. Это сепараторы, фильтры, консалтинг. Мы видим для себя перспективу взаимодействия, и мы обязательно выйдем на связь. Надо выйти на связь, Альберт Кашапович, посмотри. У вас тоже посмотреть надо, где чего, еще где мы можем. Масштабно в республике должен пройти Международный год периодической таблицы Дмитрия Менделеева. В честь 150-летия открытия планируют много мероприятий. Нам надо как-то на международный уровень это все-таки. Подготовили совместный план мероприятий. И вот особенно поднять престиж химии среди наших образовательных учреждений. Открытие Менделеева отразят на Татарстанском нефтегазохимическом форуме этого года. Он пройдет в сентябре. На нем впервые представят продукцию химического машиностроения и биотехнологии. Дмитрий Аринов, Вадим Маларионов, ТНВ, Казань. Мусор уберут, деревья посадят, поребрики побелят. В Татарстане началась генеральная уборка, и идти она будет ровно 2 месяца. Но основные работы должны завершить к 9 мая. Чтобы в главный праздник все в округе блестело. На усиленный режим работы переходят экологи. Как будут бороться с незаконными свалками, расскажет Рамиль Галиулин. Я сам увожу, и все мои соседи увозят. Рауф Шайхудинов уже и не помнит, когда на пересечении Айдарова и Давыдова не было свалки. В поселке Караваево они знают все, но от этого никому не легче. Мусор несут и несут. Это сейчас снегом прикрыто, а на самом деле сейчас, если еще растает, тут вообще уже будет неприглядная картина. Как отмечают местные, раньше контейнеры здесь были, но из-за большого количества ДТП на участке их перенесли. Подалеку от места свалки на улице Давыдова расположены вот таких 4 мусорных контейнера, но, как мы видим, они переполнены, не хватает их. Сюда привозят отходы со всей округи. Некоторые вынуждены складывать мусор прямо на землю. По словам экологов, на одни и те же места они приезжают по несколько раз. Теперь нарушители намерены ловить с помощью фотоловушек. Благодаря камерам с начала года уже выявили 20 таких нарушений. Нарушение идет с 51 статьи об охране окружающей среды. Штрафы на физические лица от 1000 рублей, на юридические лица от 100 тысяч и до 250 тысяч. С начала года экологи только Казани нашли и устранили более 80 незаконных свалок. Динамика улучшается, и за это хочу сказать большое спасибо нашим горожанам, предприятиям. В целом потихонечку доходит до людей, и мы сами уже начинаем. Лишний раз выкинем в урну, вывезем асфальтку, нежели выбросить куда-то во враг. До конца мая в городах и районах уберут парки, дворы и места массового отдыха. В Нижнекамске первыми за лопаты взялись 200 сотрудников предприятий ЖКХ. Мы сегодня в первый день этого двухмесячника вышли с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства на уборку территории проспекта Мира. Так Альметьевск уже 3 года занимает первое место среди районов по итогам двухмесячника. Мэр поручил не опускать планку и нынче. На субботник с граблями и метлами всех ждут и в Казани. Мы убираемся в Казанской Швейцарии, мы убираемся за Казан-ареной. Давайте традиционно приведем в порядок после зимы Казань, чтобы она была чистой, благоустроенной. Ожидается, что в двухмесячнике примут участие не менее 200 тысяч казанцев и свыше 4 тысяч предприятий. В Казани субботник 27 апреля. Рамиль Галиулин, Рамзель Гарипов, Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, Альбина Валеева, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Казань, Альметьевск, Нижнекамск. О конфликте старейшего в Закамье предприятия по вывозу ТБО с региональным оператором Гринта читайте в статье. С приходом оператора нам отказали в доступе на все полигоны восточной зоны в интернет-газете «Реальное время». К другим темам. Финики, кокосы и пальмовое масло «Made in Татарстан». В рамках программы импортозамещения на юге республики начнут выращивать пальмы. Примером адаптации южных культур стал виноград. Виноградари Бугульмы и Казани научились выращивать это теплолюбивое растение на наших широтах. Сейчас уже предстоит взяться за пальмы и покрыть потребности внутреннего рынка в пальмовом масле. Приживутся ли южные деревья? Вопросом задался Салават Мухаммадуллин. Нурлатский район, юг республики. Сейчас тут снег, но летом знойная жара. Пока здесь растут только сосны и березы, но уже в недалеком будущем это место станет пальмовой долиной. Так Татарстан начнет поставлять на всю страну собственные бананы, кокосы, финики и, конечно,
пальмовое масло. И все это на зарубежные инвестиции. Правда, имя инвестора пока не называется. Рынок перспективный, а потому и конкуренция. Я бы не хотела называть название компаний, потому что есть такой термин, как инвестиционный шпионаж. Наши коллеги не спят, они тоже следят за нашими успехами, и инвесторы могут вовремя переманить. Здесь сейчас, вот как вы видите, мы здесь выращиваем традиционную зелень для наших широт. Это лук, укроп, петрушка. Но рядом с этой зеленью могут появиться и пальмы. В этом хозяйстве 4,5 гектара. Здесь уже готовятся предоставить площади для тестовых посадок. Температурный режим поддерживается круглогодично. Единственная проблема – не хватает высоты. Любой бизнес есть бизнес, да. Если проект получит свое развитие, мы найдем участок, который можно будет перестроить. Уже под высоту? Конечно, под высоту. Это действительно перспективный рынок. Помогают пальмовые экзотики стать реальностью пока в Казанском зооботсаде. Как поливать, куда направлять свет и что добавлять в почву, местные специалисты будут консультировать аграриев. У нас много различных пальм, тропические, субтропические. Пальмы, в основном светолюбивые растения, то есть для них нужно светлое помещение, солнышко должно быть, любят тепло и, конечно, там влагу, хорошую землю. Средняя температура должна быть 16-20 градусов. Именно поэтому выбрали Нурлаты. Это и импортозамещение, и рабочие места, и инвестиции в экономику. Пальмы в Татарстане – это, конечно, экзотика. Если они смогут вырасти в городе, то было бы, наверное, замечательно, красиво. Ой, я вообще очень даже не против. Хотел бы, чтобы в Казани выращивали пальмы. Завезут крупномеры, приживаться они будут 2 года. Еще через столько же должны плодоносить. Татарстанские пальмы должны загрузить мощности Казанского маслоэкстракционного завода. При благоприятных условиях республика через 4 года закроет свои потребности в высококачественном пальмовом масле для пищевой промышленности. Салават Ахмадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Нурлатский район, Казань. Летом в Нижнекамске возить пассажиров будут на 10 автобусов меньше. То есть каждый маршрут лишится почти четверти подвижного состава. Причина тому нехватка средств и водителей, говорят в транспортной компании. Весь город перевозчик обслуживает в одиночку. Чтобы заработать, часть автобусов перейдет на дачи и частные заказы. Как на такое смотрят нижнекамцы и готовы ли они к будущим переменам, узнавала Зарина Ахметова. Не прошло и часа, как на горизонте наконец появляется автобус. На остановке жители Нижнекамска и без того теряют не только драгоценное время, но и терпение. Теперь ждать предстоит дольше. Какое сокращение? Так-то по 50 минут стоим. Частенько даже опаздываете. Пятерки так плохо ходят. Летом часть подвижного состава переведут на частные заказы и дачные маршруты. Единственный перевозчик в городе погрузился в кризис. Средств не хватает, водителей тоже. У нас самая низкая заработная плата среди транспортных предприятий нашего города. Соответственно, и отток водителей происходит. Не можем своевременно обновлять автобусы, они стареют. Об этом директор Нижнекамского ПТП рассказывал еще в феврале на коллегии Министерства транспорта республики. Тогда он заявил, что установленный Госкомитетом тариф ниже себестоимости. При этом половина пассажиров – пенсионеры и льготники. За пенсионеров мне дают 15 рублей. 7 рублей. Никто это не возмещает. В Казани наконец подняли до 18 рублей. Они в феврале месяце начали получать. А на республику, на нас, на другие города не распространяется. Распространяется компенсация только на загородные перевозки. О бедственном положении компании знают и в местном исполкоме. Перевозчика на произвол судьбы не бросают и пытаются помочь. На сегодняшний день мы работаем над решением этой проблемы. По нашей инициативе вопрос и все наши предложения по улучшению обстановки сейчас рассматриваются на уровне Республики Татарстан. Цена на топливо и запчасти постоянно растет, а вот тариф не меняется уже с 2016 года. Так о проблеме говорит директор Нижнекамска ПТП. Сейчас стоимость проезда на автобусе в городе стоит 22 рубля. Повысит ли цену на билет? Этот вопрос мы задали Госкомитету по тарифам. Госкомитет учитывает только фактические, экономически обоснованные расходы перевозчика, которые сложились при выполнении общего заказа на транспортное обслуживание населения, утвержденного органом местного самоуправления. Исходя из сложившихся данных, Госкомитет устанавливает тарифы, которые позволяют обеспечивать безубыточный уровень. Соответствующее решение Госкомитет примет после рассмотрения документов перевозчика. Платить больше или ходить пешком – такая дилемма ждет нижнекамцев в перспективе. А вот что они выберут, покажет время. Зарина Ахметова, Игорь Романов, Вадим Струминский, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Казань, Нижнекамск.
Сегодня в нашу редакцию с благодарностью обратились жители Альметьевска. Ранее мы снимали сюжет о местном роднике Габи. Дело в том, что после капремонта, который провели 2 года назад, его постоянно затапливало. Как стало известно, сегодня специалисты выехали на место и устранили проблему. Не могли ни технику подобрать, не могли произвести работы из-за периода зимнего. Вот как только доступ организовался, мы также своими силами выехали, нас трубу очистили, вода ушла, и все стало нормально. Я напомню, в нашей редакции есть WhatsApp, его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео, могут стать репортажами наших выпусков. Помощь станет ближе. Рядом с Альметьевским онкодиспансером строят новый радиологический корпус. Он будет оснащен специальным оборудованием и поможет проводить лучевую терапию в пределах города. Сейчас такую процедуру можно получить лишь в Казани. Новый центр будет принимать онкобольных со всего юго-востока республики. Когда ждать в центре первых пациентов, узнала Филюза Хамидуллина. Георгиевич, как самочувствие у вас? Нормально. Прекрасно. Николай Григорьев с 2014 года состоит на учете в онкодиспансере Альметьевска. 3 года назад проходил лучевую терапию в Казани. Сам из Леногорска. Признается, для таких больных, как он, дорога дается тяжело. Я там жил в это время, целый месяц. Конечно, это большое удовольствие будет для больных. Всем ездить в Казань. Теперь помощь станет ближе. Масштабная стройка началась еще в прошлом году. Необходимое оборудование приобрели на средства компании «Татнефть». Современный ядерный медицинский центр будет соответствовать всем мировым стандартам. Современное оборудование радиологического корпуса нам позволит провести лечение так, чтобы максимальная доза пришлась на опухоль с наименьшим повреждением соседних тканей и органов. Параллельно со строительством идет и подготовка специалистов. Расима Мифтахова, студент 6-го курса КГМУ. Обучаться на радиолога будет по целевой программе. Главный врач предложил данную должность студентам Казанского медицинского университета. Данная должность меня заинтересовала. Здесь онкобольные смогут пройти все этапы лечения. Отделение будет работать 2 смены и принимать пациентов со всего Юго-Востока. В новом центре будут проводить около 30 тысяч сеансов лучевой терапии в год. А это значит, что 1100 пациентов смогут получить необходимую помощь недалеко от дома. Первых пациентов в центре ждут уже осенью этого года. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. В Казани простились с журналистом газеты «Коммерсант» Андреем Смирновым. Он скончался на 45-м году жизни после продолжительной болезни. Очень рано пришел в журналистику, очень любил жизнь и так рано ушел. Будешь потом смотреть, вспоминать Смирнова Андрея. Ему здесь всего 20. Он пока стесняется камеры, отводит глаза. Но уже тогда Андрей Смирнов знал, точно свяжет жизнь с журналистикой. Сначала новости на радио, после криминальная хроника в печатных изданиях. Последние полгода Андрей боролся с тяжелой болезнью. Верный своему делу, даже будучи прикованным к постели, оставался в строю и продолжал писать. Последняя статья 27 февраля. Напечатана уже одной рукой. Через месяц его не стало. Скромный и мастер пера. Так вспоминают Андрея коллеги и просто те, кто почитал его талант. Несмотря на то, что он в «Коммерсанте» более 15 лет вел криминальную тему, где, так сказать, самая черноха, он сумел сохранить вот это человеческое достоинство. Это был потрясающий, талантливый человек, журналист от Бога. Писал на очень сложные темы всегда. Ну и потрясающий, светлый был человек. Я просто... Душа у меня болит, потому что очень молодые ребята очень рано уходят. Он не стеснялся признаваться в том, что он не знает. Это удивительное качество для любого журналиста. Андрей готов был первым прийти на помощь. Все тяготы переживал сам, лишь бы родные были счастливы. Никогда не навязывал своих проблем. Вот это, конечно, вот у него мужское очень сильное вот это качество. Очень больно, очень тяжело. Светлый, добрый. Замечательный человек, просто нет слов. Похоронили Андрея Смирнова на Киндерском кладбище. Алия Хайрудинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Цифровые новшества и IT-технологии. Рабочий отмечается. Он видит, что необходимо сделать сегодня. Какой видит экономику будущего современные инноваторы, узнавала Юлия Муратова. Свои автомобили поменяли на такси.
Да думаю, все нормально будет. С хоккеистами Акбарса по городу прокатился Алмаз Гафиятов. В Казани пройдет детский фестиваль «Главные герои». Детали праздника Рустам Минниханов сегодня обсудил с руководством Первого канала «Всемирная сеть» Алексеем Ефимовым. Планирует провести костюмированный карнавал, концерт, мастер-классы для детей и спортивные игры. Президент предложил осветить и предстоящий чемпионат WorldSkills. Также в столице Татарстана запланировано вручение ежегодной национальной детской премии «Главные герои». Она призвана определить предпочтение детской аудитории российского телевидения. Сегодня председатель Госсовета и почетный член Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Фарид Мухаммедшин прилетел во Францию. В Страсбурге он примет участие в работе очередной сессии Конгресса. Помимо этого, планирует посетить ряд встреч с европейскими коллегами. Великий Волжский путь откроет памятники и достопримечательности сразу нескольких народов. Такой проект сегодня обсудили с журналистами председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов. Встречу посвятили 5-летию ведомства. Для любителей путешествовать появится еще один туристический маршрут. Наряду с традиционным Золотым кольцом, Краснодарским краем, Крымским курортом предложат отдохнуть на Средней Волге. Стартовая точка – музей Волги. Здесь посетители могут поучаствовать в постановках, увидеть эксклюзивные сувениры, работы фотографов и художников Поволжья. А в Лаишевском районе туристы пройдут маршрутом «Одна дорога, три народа». Проект объединит культуру татар, русских и кряшин. Создаем новые маршруты, такие как, например, дворцы и мечети с Санкт-Петербургом. Да, этот маршрут очень интересен и на европейском рынке, и на рынке, скажем, азиатском. И видим, что вот связка туристических ресурсов Санкт-Петербурга и туристических ресурсов Татарстана могут создать уникальный турпродукт. 2 миллиона на идею. Сегодня в Челнах представили десятки инновационных проектов. Большинство из них должны ускорить производство и сделать его эффективнее. Это конкурс стартапов. В этом году здесь рекордное количество участников – 800 человек со всей России. Какой видит экономику будущего автора идей, узнала Юлия Муратова. Заявка как раз поступает на склад. Склад нажимает «Принять заявку», рабочий тут же получает это уведомление. Альберт Мубаракшин верит, что уже в ближайшем времени такие смартфоны будут у каждого работника. Встроенная программа позволит узнавать задания от руководства, а начальнику отслеживать, что и за какое время сделано. Сломался станок, не хватает инструментов, брак материала. Через приложение можно сообщить о любой проблеме. Рабочий отмечается. Он видит, что необходимо сделать сегодня, отмечает, что он сделал, какое количество сделал, и производство получает обратную связь. Таким образом ускоряется процесс. Идеи Шамиля Хамадиева уже используются на заводе КАМАЗ. Разработки его команды позволяют контролировать все маршруты транспорта компании и своевременно связываться с водителями. У грузоперевозчиков вообще ситуация такая, что у них есть, например, какие-то системы, как вот GPS, GLONASS-мониторинг. Они могут видеть на карте, где находится машина. А вот весь свой парк сразу как-то увидеть. То есть им для того, чтобы понять, что машина отклонилась, им надо посмотреть в одно место, в другое место, в третье место, куда-то залезть. Своими идеями высоких технологий на производстве новаторы делятся на площадке стартапа. В Челнах такой проект реализуют уже 6 лет. Здесь участникам помогают осуществлять идеи, запускать производство, развивать бизнес и находить партнеров. Это не просто конкурс или соревнования, которые русские так любят. Это прежде всего обмен идеями для создания реальной цифровой экономики. Цифровые идеи сегодня озвучили в 93 проектах. Все они призваны сделать экономику Татарстана идущей в ногу со временем. Юлия Муратова, Ильшат Аюпов, ТНВ, Набережные Челны. 1 апреля никому не верю. Сегодня на День смеха татарстанцы бурно отреагировали в соцсетях. С самого утра появляются различные посты с первоапрельскими фейковыми новостями. Самые смешные и правдоподобные в нашем обзоре. Рустам Минниханов на своей странице в Инстаграме представил нового министра спорта республики. Это Чак-Чак Норрис. Оценив чувство юмора президента, пользователи соцсетей выложили фото Рустама Минниханова с подписью на татарском «Ну давай скажи, что у меня спина белая». В казанских группах ВКонтакте вышли с новостью, что улицу Петербургская хотят превратить в водный канал. Другой паблик рассказал, памятник Ленина на площади Свободы все-таки снесут, и вместо него будет парковка. В Кукмаре заметной шуткой неожиданно отметился прокурор района. На своей странице в Твиттере он сообщил, что в деле об избиении будет просить о повторном следственном эксперименте. В WhatsApp многие группы перепостили сообщение, что 1 апреля со всех участников спишут абонентскую плату – 350 рублей 15 копеек.
Вызвали такси и не поверили своим глазам. За пассажирами приехал сам Данис Зарипов. И это не первоапрельская шутка. Игроки хоккейного клуба «Акбарс» взялись за руль и поработали таксистами. Для чего, знает Алмаз Гафиятов. С ресторана привезите мне. Вопросов много и у самих игроков. Не каждый день приходится отвечать за комфортное путешествие казанцев по городу. Последний инструктаж перед поездкой, получение навигатора и медосмотр – это тот минимальный курс молодого бойца, который прошли барсы. Спокойно выбрав один из тарифов, в качестве водителя сегодня можно было выбрать игрока хоккейного клуба «Акбарс». И это, как могло показаться, не первоапрельская шутка. 20 новеньких машин уже готовы идти в бой, а также все водители, то есть хоккеисты «Акбарса», прошли инструктаж и готовы принять казанских пассажиров. У всех игроков за плечами большое опыт вождения. Главные навыки за рулем — общаться, не отвлекаясь от дороги. Я постараюсь как можно больше общаться с людьми. Если они какие-то вопросы ко мне или они хотят узнать нюансы, какие-то тонкости в спорте, в моем любимом деле, то я обязательно с ними поделюсь. Вот и первый клиент Станислава Галиева. Камиль Гайсин болеет за команду с детства. Об акции слышал и сегодня на учебу специально приехал без автомобиля. Самый крутой хоккеист нашей команды, нашей родной любимой команды Станислав Галиев, который меня комфортно, быстро доставил домой. Я думала, это 1 апреля разыгрывают, оказывается, это правда. Итак, практически целый день. Многие не верили своим глазам, думали, какая-то первоапрельская шутка. Но нет, за рулем действительно хоккеисты. Нервы ушли потом на второй план. Отличная акция. Думаю, сегодня будет хороший, веселый день. Помогаем людям. Все средства, собранные с выручки, будут перечислены в благотворительный фонд, а хоккеисты «Акбарса» для болельщиков готовят еще немало сюрпризов до конца апреля. Алмаз Гафиятов, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Пока на этом все. Далее о погоде. И помните, что 1 апреля – это прекрасный повод поднять настроение, в том числе и в средствах массовой информации. До встречи в 21:30. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Волейболистки «Динамо» Казани победили в первом матче серии четвертьфинала плей-офф. В гости к нашей команде пожаловал одноименный клуб из Краснодара. Напомню, что подопечные Ришата Гилязутдинова вышли в плей-офф с 3-го места в регулярном чемпионате. Краснодарские девушки были 6-ми, всего 1 очко уступив подмосковному Заречью Одинцова в борьбе за 5-е место. Счет в серии до 2 побед стал 1-0 в пользу казанского «Динамо». Ответный матч в Краснодаре пройдет 6 апреля. Татарстанцы заняли 7 призовых мест из 8 на этапе Кубка России по шахматам. Состоявшиеся в Казани соревнования были посвящены памяти международного гроссмейстера Валерия Яндемирова. Всего в состязаниях, прошедших по швейцарской системе, в 9 туров приняли участие 345 шахматистов из 22 регионов страны. Этот турнир прошел в Казани впервые. Среди призеров, помимо татарстанских детей, представители Челябинска, Удмуртии, Пермского края и Самары. По 3 призера в каждой возрастной группе получили путевки на финал Кубка России, который запланирован на январь следующего года. И в завершение к новостям единоборств. Боец из Татарстана признан спортсменом года по версии ЦАСМ. Тэквондист из Набережных Челнов Рафаэль Камалов, представляющий сухопутные войска Вооруженных сил России, стал обладателем премии Международного военного спортивного совета. При определении лауреатов премии учитывалась приверженность претендентов к ценностям честной борьбы и военной дисциплины. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Поговорим о погоде после полезной информации. Спонсор показа – изготовитель корпусной мебели на заказ ООО «Данил Мастер». Хотите качественный и недорогой шкаф-купе по вашим размерам? «Данил Мастер» исполнит ваше желание. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет пасмурно, пройдет дождь, +1, +3. На северо-востоке Татарстана довольно тепло, +5, а также солнечно. На севере Татарстана воздух прогреется до +6, будет малооблачно. На северо-западе республики весь день будет светить яркое солнце, 4-5 градусов выше 0. На юго-западе Татарстана аналогичная погода, ожидается облачный день до +5.
В центре Татарстана 4-5 градусов выше 0. Будет малооблачно. Автоцентр «Луидор» Казань – официальный дилер ГАЗ в Татарстане по продаже и обслуживанию автомобилей ГАЗ. Время покупать новый автомобиль с выгодой до 318 тысяч рублей. Только в автоцентре ГАЗ «Луидор». Телефон 8 800 2002 402. Жилой комплекс «Приволжский» – это уютные квартиры с индивидуальным отоплением в экологически чистом районе Казани. Звоните 561 08 81. Спонсор показа ООО «СМУ» номер 12. Торопитесь приобрести однушки-двушки по выгодной цене. ЖК «Приволжский» – кирпичные дома с индивидуальным отоплением на берегу Волги. Хотите посмотреть? Приезжайте. Запись по телефону 561 08 81. В Казани будет солнечно и сухо. 3-5 градусов выше 0. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 68%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. На этом наш выпуск завершен. До свидания.